РБК со ссылкой на секретариат ОДКБ сообщил, что министры обороны стран ОДКБ подписали соглашение о выводе войск с территории Казахстана. Главы оборонных ведомств подписали совместное решение Совета министров обороны ОДКБ об организации возвращения воинских контингентов государств-членов Организации договора о коллективной безопасности с территории Республики Казахстан в пункты постоянной дислокации, рассказали в секретариате. По словам министра обороны Сергея Шойгу, возвращение войск стран ОДКБ из Казахстана, которое началось 13 января, завершится 19 января. Об этом он сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Начинаем вывод сегодня. Завтра выводим 14 бортами, выводим все силы наших коллег Армения, Таджикистан, Белоруссия. Киргизские коллеги выходят с учетом того, что они рядом своим ходом. Далее в течение 5 дней будет осуществляться вывод по мере передачи объектов, будет осуществляться вывод и оставшихся миротворческих сил. Планируем завершить всю работу 19 числа. Напомним, что военные силы ОДКБ были направлены в Казахстан после того, как 5 января президент Токаев призвал помочь ему провести контртеррористическую операцию по подавлению антиправительственных протестов, начавшихся 2 января в Жанаозене и охвативших весь Казахстан. Токаев в прямом эфире заседания Совета Безопасности назвал протестующих террористами, прошедшими подготовку за рубежом, и заявил о необходимости проведения контртеррористической операции, после чего официально обратился к ОДКБ за помощью. Я возглавляю штаб контртеррористический. Статистику теракта, которые учинили бандиты, настоящие террористы, нам хорошо известно. Они бесчинствуют в настоящее время в Алмате, в других городах, захватывают здания инфраструктуры и, самое главное, захватывают помещения, где находится стрелковое оружие. Ведут бои с курсантами училищ. В настоящее время идет бой под Алматой с воздушно-десантным подразделением Министерства обороны. Стоит отметить, что в Казахстан, помимо российских, белорусских и армянских военных, были направлены военные силы Таджикистана и Кыргызстана. Решение об отправке военных в составе ОДКБ в Казахстан приняли парламенты двух стран, что вызвало осуждение и недовольство жителей как Кыргызстана, так и Таджикистана. Кыргызские активисты собрались у здания парламента в Бишкеке с требованиями не отправлять военных. Таджикские активисты же, с учетом долгих лет подавления любой подобной активности, выразили свое несогласие с решением властей флешмобом. Особые слова благодарности хотел бы выразить президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за проявленное понимание и быстрое решение вопроса.